Это Чумаева Зульфа Николаевна. У нее столько регалий, что я не смогу их перечислить. И попрошу ее самую рассказать о себе с детства, начиная, кто она, что она и каких погонов, каких достижений достигла. Спасибо вам, конечно, большое за доверие. Обычный человек, родилась в городе Карачаевске. Обожаю этот город. Мне кажется, вот он какой-то благословенный у нас. И люди здесь особенные на самом деле. И родилась, выросла, закончила школу, музыкальную школу закончила, занималась спортивной гимнастикой, была общественную какую-то нагрузку, была президентом. Президентом? Ну, президентом, да, тогда начальник городского пионерского штаба «Факел» называлось. Это вот все пионерские организации, когда собирались в одну, и, будучи пионерами, мы как бы планировали, думали, что мы можем сделать для того, чтобы жизнь улучшилась. И тогда мы в это верили, и на самом деле, несмотря на то, что строй поменялся, мир поменялся, люди поменялись, мне кажется, вот те ценности, которые в нас в детстве заложили, но мы все равно еще, я не одна такая уверена, что мы еще верим в то, что мир можно менять к лучшему. Здорово. Вы какую школу заканчивали? Я закончила 3-ю школу с отличием, золотой медалью. Потом поступила на филологический факультет нашего Карачаево-Черкесского государственного, тогда это был пединститут, потому что не отпустили. Я единственная дочка у родителей, и старший брат у меня был. И меня не отпустили в Москву, я поступала тогда по броне, могла пройти на факультет психологии, о котором я мечтала. И пришлось закончить филологический факультет. Кстати, это очень помогло мне в дальнейшем в моей работе, потому что у меня диссертация как раз была по речевой агрессии педагога. Да, и это тоже связано как раз с филологией, с лингвистикой, и психолингвистика меня интересует. В общем, это все достаточно, наверное, все так должно было быть. После этого я проработала 5 лет в школе учителем русского языка и литературы. Какой школе? Там же, в 3-й школе. В своей родной школе Сергей Евгеньевич был директором школы. Фамилия как его? Сарель Сергей Евгеньевич. Сарель, знаю его. Да, это был мой наставник, это был человек, учитель. Вообще, вы знаете, я сейчас вот в проекте работаю, эксперт-психолог от КЧР, есть пилотный проект, 11 регионов участвуют. Как сказали, перец? Значимый взрослый. Есть такой проект. Владимир Владимирович Путин предложил, идея его была наставничество внедрить на законодательном уровне. И сейчас над этим работают. И Карачаево-Черкесия один из 11 регионов, пилотных регионов, на которых идет апробация этого проекта. И я являюсь экспертом-психологом в КЧР в этом проекте. И вот, раз уже вспомнили Сергея Евгеньевича, вот наставничество – это очень хорошая форма взаимодействия людей, взрослых и детей. И у каждого из нас, я уверена, у каждого человека был в жизни не один, наверное, человек, который своим присутствием, и неважно, ты его видел один раз или часто с ним общался, одним словом, взглядом, действием каким-то, оставил в тебе след, вот оставил такой след, который, может быть, тебя изменил, а может быть, направил. И вот эта форма у нас сейчас активно внедряется в КЧР, и мне очень это нравится, на самом деле, это интересно, полезно, здорово, и вот наставник – это значимый взрослый в твоей жизни, тот, который где-то тебя направил. Вот, мне кажется, если эта форма, она должна приживется, то будет здорово, и мир станет лучше. Вот. Потом я поступила, были такие курсы, они были… Давайте. Говорите. В 90-х годах были экспериментальные курсы, нужны были очень практические психологи. И были курсы переподготовки, очно-заочные, но они были двухгодичные в Ставрополе. И
Я поехала от Карачаева-Черкесии, я была одна тогда, у нас 25 человек по Ставропольскому краю было. Из Москвы Академия наук, Академия РАН и Академия МВД приезжали специалисты и проводили лекции с нами, обучали, мы сдавали им экзамены, они уезжали и приезжали следующие. И вот такая форма обучения позволила мне увидеть очень много звезд психологической науки, настоящих ученых, тех, которые тогда, наверное, я не понимала ценности общения с этими людьми, но тех, которые заложили на фундамент, психологический фундамент, базу такую, которая сейчас продолжает мне помогать в моей работе. После этого я закончила, продолжала работать и в школе, и в университет меня пригласили работать, я уже там работала, закончила базовое, получила психологическое образование у нас в университете, классическое полностью. То есть по профессии я второй диплом, третий диплом у меня уже психолог, преподаватель психологии. Потом все время занималась практикой, помимо этого обучалась гипнотерапии различных видов, эриксоновской терапии более активно занималась. Ну и другими направлениями, их очень много в психотерапии, в психологии, символ-драма, гештальт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, арт-терапия, ну и так далее, да, то есть их много, если я сейчас буду перечислять, мы будем об этом говорить. Это же интересно, и все это у вас вот анализ, и телесная терапия, и вот, ну, если шагать в практическую психологию, мы не можем останавливаться. Допустим, сейчас я опять на 4 обучениях нахожусь, потому что по-другому никак мир развивается, технологии тоже, направления появляются новые, и чтобы быть вот, ну, как бы, понимать, что происходит в современном мире, вот в психологической науке и практике приходится много как бы, и работать, и учиться в том числе. И после того, как я занялась активно практикой, заметила, что стали приходить люди, у которых что-то не то, но знаний моих было недостаточно для того, чтобы понять, что с ними не так. И поэтому мне пришлось поступить в медакадемию, уже взрослая я была, да, на клинического психолога, на переподготовку в клинике пограничных состояний Буевская, когда училась, и получила клинического психолога, продолжаю обучаться, работать, работала в университете 33 года, в Карачаево-Черкесском государственном университете. И вообще мне очень, ну вот я недавно думала, у меня недавно день рождения был, 29 апреля, и для меня это такой день благодарности Богу за то, что Он позволил тебе, во-первых, родиться, и во-вторых, за то, что Он позволил случиться каким-то хорошим событиям в твоей жизни и встречам вот с людьми, потому что ну, вот моя ценность, кто-то, допустим, кого-то Бог одаривает, там, я не знаю, разными талантами. Вот мое богатство – это то окружение, те люди, с которыми я встречаюсь, потому что мир разный, я не идеализирую его, это, не знаю, и плохое, и хорошее, взрослая девочка, но почему-то в моем пространстве очень много таких удивительных, глубоких, интересных людей, ну, вот, которые, вот, глядя на них, хочется жить, хочется развиваться, становиться прям лучше, умнее. И мне это нравится, на самом деле, если честно. Можно я перебью вас? Да, конечно. Поздравляю с недавним днем рождения, и пусть все благопожелания, сказанные в ваш адрес, в твой адрес, имеют счастье сбыться. Дай Аллах. Вы замечательный человек, замечательная горянка. Продолжаем. Спасибо большое. Я же говорю, мои друзья, знакомые, новые, старые, искупали прямо в большом количестве внимания, тепла. И у меня одно желание вот суметь вернуть, пока я жива, мне хочется вернуть им не потому, что я должна, а вот как сделать так, чтобы показать им обратную вот эту связь, что вот эту благодарность. Вот мне очень хочется, чтобы они поняли, насколько дороги не только слова, а дорого вот отношения этих людей
потому что я работаю по всему миру. У меня и клиенты, и психологи, коллеги работают в разных странах, и в разных группах я состою, да, и мы можем за 5 минут сейчас вот даже можем позвонить в Испанию, спросить, как у вас погода, сфотографируйте нам море, они нам кинут в Германию, в Швейцарию, в Италию, в Испанию, куда еще. А тематика ваших переговоров и дружбы что? Ну, сейчас в основном это профессиональное, конечно, сообщество, потому что приходится очень много работать, заниматься. Мы берем вместе совместно курсы какие-то, переводим с английского языка на русский, обучаемся друг с другом, тренируемся и так далее, да, потому что я гипнотерапией занимаюсь, и ну, в основном, помимо остального. И там... Фитнотерапия? Гипно. А это как понять? Гипноз? Ну, гипноз, да, он бывает разный. Я сторонник эриксоновский гипноз. Это... А что это такое? Хорошо, есть директивный гипноз, да, и я его изучала для того, чтобы понимать, когда на тебя влияют другие люди. Ну вот, хорошо, давайте я объясню еще не с попроще для меня. Да, не с точки зрения профессионально, потому что, может быть, это будет неинтересно всем. Вот я беру рекламный листок, да, буклет какого-то порошка. Я его читаю, и 8 внушений прямых, там, и где-нибудь 5 косвенных каких-нибудь нахожу сразу, да, то есть нами манипулируют постоянно же, на нас влияют много кто, и это тоже сейчас норма жизни. Хочется понимать, когда на тебя это влияет. Самое смешное, ты это отслеживаешь, потом думаешь, ну ладно, возьму этот порошок, посмотрю, что за порошок, то есть цель достигнута. Даже мы, зная, что на нас влияет, тоже попадаем как бы, ну, в это пространство воздействия. То есть директивный гипноз – это воздействие на человека с достижением какой-то цели. Это может быть лечебная цель, например, кодирование, да? Но я не сторонник, я знаю, как он делается, я его изучала, но я его не применяю в работе, потому что я за свободный выбор личности. Я не люблю воздействовать на человека искусственно. А могли бы, да? Человек должен сам хотеть меняться, а вот эриксоновский гипноз, он создает мягкие условия того, чтобы человек мог заглянуть в себя поглубже, а ты просто сопровождаешь его в этом путешествии, и он может он в сознании, он понимает определенно, что он в любой момент может сказать «нет», или «я не хочу об этом говорить». И вот это право человека для меня очень важно. Я считаю, что это прям вот, ну, я вообще свободолюбивый очень человек, и уважаю свободу и границу у других людей. Поэтому вот право быть собой, оно есть у человека, мне кажется. Ну, это и ответственность, конечно, но и право. Ну, я, кажется, помню вас, что вы были директором Каменномостской школы, или я ошибаюсь? Вы молодая, это красивая. Правда. Это в каких годах вы были директором? Ну, вот я 5 лет назад ушла из Откуда? Директором школы, когда была, 5 лет назад я уже вот написала заявление и ушла сама с благодарностью ко всем, с кем работала. Я была там недолго, 2,5 года. И, если честно, почему я согласилась пойти директором школы, когда мне предложили, я тогда преподавала в университете, потому что Каменномостская школа раньше была большим методическим центром. Она славилась своим музеем прежде всего, своими учителями, открытыми уроками. И так сложилось, что мамина двоюродная сестра была директором школы, Бачаева Ляля Гыткаевна. Клара Гыткаевна, это тоже моя тетя, она делала этот музей, начинала его. И в Каменномосте лежат на кладбище моя прабабушка, бабушка, дедушка Бачаев Ахмад Шагаибович, папа. Спасибо. Папа и уже брат. Слишком много там лежит моих предков. Мне хотелось для этого места сделать что-то для детей такое, чтобы пространство изменилось, чтобы дети увидели немножко другой мир. И это очень важно, и я понимаю, что любые перемены, они непростые, и для учителей в том числе. Да, вот. Изменилось что? С вашим приходом в школу? Во-первых, внешний вид, ремонт, да?
Школа, Или я до просто вас? дам вам фотографии. Хорошо. И я хочу сказать, что это все что-то делала я сама. Что-то и много чего делали мы все вместе с коллективом. И я рада, что они поддерживали меня. Что-то и много помогала администрация. Да? То есть на самом деле, если перечислять, ну что изменилось? С 18 места школа стала одной из первых. О, браво! Мы заняли первое место по сайтам в России, среди образовательных сайтов в России. А когда я пришла, у нас интернета не было. Это, еще раз говорю, сейчас вот не хочу говорить, что это я сделала. Мы делали это все вместе, но мы это сделали. Мы построили ступеньки, потому что вот с Саула, допустим, был Косогор, и была учительница, которая говорит, я 30 лет назад упала и ключицу поломала. И за 30 лет почему-то ничего не изменилось. Но иногда нужен кто-то, даже со стороны, который придет и скажет, давайте-ка сделаем это. И мы построили, меня там нет, но ступеньки там. Есть. Я рада этому, да, потому что я действительно купила сама бетонную машину. Мне помог мой родственник, прислал щебенку, и я очень благодарна сотрудникам школы, мужчинам и соседям, которые пришли и помогли это все поставить. И здорово. Это тоже там есть. У нас новая химлаборатория, новая... 3 компьютера было, сейчас несколько компьютерных классов. Но это уже и программы начали тогда внедряться, и точка роста, и другие. Ну, я же говорю, что-то мы делали, что-то попадали под программы, но все перемены были к лучшему. Наши дети ставили на английском языке и на русском языке музыкальные спектакли. Один из спектаклей придумывала, сценарий был мой, например. Назывался как спектакль? Я вам тематика. Я вам его потом, если тематику захотите, скажите просто. Конечно, захочу. Захотела. Тематика была разная. Значит, мы ставили Цири Лермонтова, это уже организатор ставила наша, дети Лермонтова читали. А тот, который я придумала, там в Карачаево-Черкесии случилось, там метеорит пролетел, и дикторы, мальчик и девочка, говорят о том, что герои там для начальной школы персонажи из различных мультфильмов попали на территорию Карачаево-Черкесии и просят сообщить, кто их увидит. Ну и там родители участвовали, и персонажи были, все было в такой познавательной, юмористической, музыкальной форме. Но самая главная задача была моя сделать так, чтобы дети заговорили на русском языке, для того, чтобы они могли готовиться к экзаменам, достойно сдавать и поступать в хорошие вузы, потому что, ну, как психолог я сейчас могу это сказать, необыкновенные мозги у наших детей, вот прям очень хорошие мозги, и вот прям не испорченные, и развивать их, это одно удовольствие на самом деле. Я обожала приходить, допустим, к детям, малышам, начальная школа, 1 класс. Но я сели, я им говорю по секрету, никому не говорите, я не директор школы, я говорю, буду жениться. Дети любят, это не вранье, это фантазия, воображение. И я говорю, только никому не говорите. Давайте представим, что мы идем на бал. Закрывались изнутри, и я говорю, для того, чтобы вы могли принцессой прийти на бал, нужно иметь осанку красивую. Как вы должны ходить? Да, и сразу мы становились ровно, выпрямлялись, придумывали себе имена, ходили и так далее. То есть неважно, какое упражнение мы придумаем для того, чтобы ребенок вошел в коммуникацию, почувствовал себя частью социума, важно, чтобы он этот шаг сделал. Говорите, вот. Говорите. Ну, что, я не знаю, что очень, я могу бесконечно рассказывать про своих детей. Они взрослые уже, и вот у меня был день рождения очень неожиданно. Поздравили те, от кого я даже, честно говоря, не ожидала. Вот. Еще мы 1 место заняли по месячнику оборона-массовой
оборонно-массовая, не помню, что там было, ну, первое место в республике. Молодцы. Учитель. Зульфия, дорогая, давай от школы переходим в университет наш, хоть он и раньше назывался Карачаево-Черкесский государственный пединститут, а сейчас он госуниверситет. Ну, давай расскажи, когда ты училась, ты же танцевала, кажется, или нет? Ну, что-то такое. Вспомни. Ну да, я была солисткой ансамбля «Шоу-клуб». Хасимикова Султана Алхазуровича, нашего руководителя художественного. Это удивительный человек, его супруга Таня, Татьяна Абубекировна. Удивительные люди, которых я знаю с детства, и именно потому, что он был знакомый наш, мне разрешили туда пойти, танцевать, и да, я солировала горский танец. Танцы тоже очень много дали. Кстати, я вот хотела бы про танцы, между прочим, поговорить, да, потому что сейчас, во-первых, очень приятно, я буквально вчера была в городе, у нас праздник, когда был праздник Айрана, и видела, как много красивых девушек, прям очень много красивых людей в городе, и было очень приятно. И вот молодежь нынешняя от того времени, когда мы были молодыми, отличается тем, что танцы стали популярнее, и это здорово. Но я не знаю, я говорю, хочется поделиться тем, что я знаю о танце, потому что идет интеграция кавказских танцев, и многие перенимают движения других народов. Да? Мне хотелось бы немножко вспомнить наш карачаевский танец, потому что поднимать руки, допустим, ну, угол 45 градусов, понятное дело, поднимать руки выше, чем, вот, допустим, вот этот уровень, на уровень подмышек, плеч нельзя было. Да? У девушкам, да? Открывать подмышки, руки поднимать вверх. Ну, в профессиональных танцах, да, были такие движения, там, которые вверх поднимали, крутились. Тогда, когда ты крутишься и так далее. Артисты когда? Да, ну вообще вот танец – это невербальное общение, и через танец раньше тоже люди разговаривали, и танец – это послание того, кто ты, какой ты, про границы, особенно мальчикам хочется, кстати, сказать. В танце нельзя, чтобы мальчик стоял справа. Девушка всегда, как бы вы ни поворачивались, всегда должна быть справа. Это тоже, ну вот иногда смотрю, думаю, блин, почему они не знают этого. Вот. И трогать девушку, подходить к ней совсем близко, нежелательно. Вот эти границы, они тоже разговаривающие. Иногда ребята так увлекаются танцем, что, кажется, девушка сама по себе ходит, и это стало модным, кстати. Но это не считалось правилом хорошего тона. То есть, во всяком случае, насколько я знаю карачаевский танец, если ты пригласил девушку, ты танцуешь с этой девушкой. Да? Там можешь, ребята могут тебя там подзадоривать и так далее. Энергетический посыл, так сказать, но увлекаться тем, ах, какой я классный и как я здорово танцую, бросив девушку, ну, на мой взгляд, это тоже не совсем находится в рамках нашего классического карачаевского танца. Много интересного вообще, вот, мне кажется, в этом направлении можно было бы почаще какие-то мастер-классы, чтобы делали профессионалы, и желательно вот взрослые. Иногда спорят люди о том, как долго должна девушка танцевать или крутиться. Допустим, ну, вот нас учили, что пока вот мужчина или парень не повернется, вот самой по себе лишний раз крутиться не стоит. Да? То есть, иногда люди увлекаются и крутятся много раз, им нравится. Это все, конечно, будет интегрироваться, мир меняется, но вот я считаю так, если ты знаешь то, как должно быть, и можешь выйти и станцевать, то потом ты можешь танцевать так, как твоя душа требует. Это тоже будет нормально, мне кажется. Давайте напомним нашим слушателям, зрителям, вот закон танца. Почему девушка справа от парня, и он под мышку ведет ее в танцы, как лебедушку? Почему девушка должна быть справа? Дело в том, что у карачаевского народа, когда парень, ну, мужчина и женщина идут, то обязательно женщина должна, если это жена, идти слева от мужчины.
И человек, который видит, это семейная пара, скажет. А когда женщина идет справа, то это или сестра, или мать, или какая-то гостья. Вот такой у нас закон, дорогие друзья, чтобы вы это знали. У карачаевцев, у балкарцев. И он не только в быту, но и также в танцах придерживаются этого закона. Поэтому справа всегда девушки. Вообще у нас девушки, именно у карачаевцев, вообще женщины, девушки пользовались особым статусом таким, да, то есть вот мы не были, наши горянки не были забитыми, или они имели право голоса, и девушки были достаточно свободны до замужества, но свободны, отвечая за себя, за то, что ты, то есть ты имела право разговаривать, ты могла выражать свою точку зрения. Ну, опять-таки вопрос как. Очень много приходилось слышать раньше от стариков. К сожалению, моя бабушка и дедушка рано умерли. И все, что я узнавала, это тети, дядя, дедушкин брат, Бачаев, дядюшка. И я считаю, что все, у кого есть взрослые в семьях, дедушки, бабушки, такие богатые, вы даже не представляете, каким богатством вы обладаете. И кажется, что ты всегда будешь, эти люди будут всегда рядом, и хочется взять и записать много историй. У нас очень серьезная такая семейная история была в папиной семье. Папа вырос в детском доме. В детском доме? Да, они все вчетвером выросли в детском доме, потому что... Во-первых, во время войны... И почему у него русское имя? Сейчас скажу. Во время войны у меня бабушка Каракотова Разумхан, папина мама, она или 4 или 5 девушек, они студентки были педучилищ, она их спрятала во время войны здесь. И сказала, что это ее дети. И у нее 4 своих, было 5, по-моему, девушек, то есть 9 детей. Я помню, что говорили, что 9 детей, она сказала, это все мои. Но это были не ее. 5 их, по-моему, из Ленинграда приехали, там была белоруска одна, еврейские девочки были. Она удочерила. Она просто их спрятала, когда здесь были немцы, она их укрыла у себя и сказала, что это ее дети. Это даже в книге где-то есть, и если хотите, потом ссылку дам. Вот, даже был такой разговор, что кто-то мужчина из села сказал, говорит Разумхан, а ты не боишься, что тебя выдадут? И она смело была, вообще бабушки у меня очень, и прабабушки были очень такие боевые, и Кагиева Байдымат, это прабабушка по маме моя, и вот Разумхан, она говорит, а покажи мне такого смелого, который сможет меня сдать. И никто не предал. Но когда началось выселение, за несколько дней до этого папа и его младший брат, дядя, они совсем детьми были, там одному 2 года или 3 года было, другому, это же уже потом трудно восстановить точное время, у папы было около 6. Они игрались и опрокинули казан с кукурузой на младшего дядю. И у него были очень сильные ожоги, и он в Очкекене, дедушка, он был директором школы в Очкекене, он тоже учился в аспирантуре в Ростове, Чумаевский квартал. И дедушка ушел на фронт, случилась вот эта беда, дядя с ожогами попал в больницу, и как раз началось выселение. Не выселение, не говорите выселение, и другим тоже говорите. Ссылка, изгнание народа Карачаевского во время войны. Идет война с немцами. 1943 год. Сталину и Берии больше делать нечего было. Он кавказские народы, это карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, я не знаю, кто еще. Он их выселял, стариков, женщин, детей, выселяли на товарных вагонах, увозили куда-то в неизвестность. Ну вот, да, то, что наша семейная история, это правда, я же говорю, бабушка, дедушка был на фронте, бабушка спрятала тогда девочек, чтобы спасти. Я считаю, что это подвиг женщины, которую расстреляли бы вместе с ее детьми, если бы узнали.
И таких было много. Я к чему говорю? На самом деле все, как советские люди, карачаевский народ воевали, это однозначно, понятно, все для нас уже понятно, может быть, действительно кто-то не знает. И когда тетя прибежала в больницу, она говорит, у меня, говорит, она говорила, прохудились, порвались башмачки. И она пришла, бабушке говорит, башмаки надо отремонтировать. И бабушка пошла к сапожнику, она осталась босиком с дядей в больнице. И говорит, хочу выйти, в окно смотрю, там красноармеец. Выйти, стоят с ружьем, тоже говорят, стой, никуда не ходи. Забегает бабушка в слезах и говорит, что дядя не транспортабельный, а ее уводят уже сразу. И она говорит, тетя была, я сейчас обману, но ей было лет 8. И она говорит, останешься смотреть за ним? Она говорит, останусь. И вот так она 8-летнюю дочку и 2-летнего сына просто не дали возможности, не было. Он бы так умер без нее. Босиком, без этих ботиночек, бабушку сразу увели и увезли с остальными детьми, и тетя осталась. Она рассказывала тогда всегда, конечно, это было ей очень тяжело, поэтому по крупицам я, может быть, тоже уже что-то не все помню. И когда госпиталь перевозили из Учкикена, туда тоже отправили в Казахстан, они ехали, мне сказали, я вот хочу просто поднять даже архивы, узнать, сколько на самом деле они ехали, потому что тетя говорила, до 2 месяцев, то есть больше месяца они ехали. И ей врач сказала, если ты не будешь делать перевязки, он умрет. И она его привязывала, вот эта маленькая девочка, они ехали в товарном, может быть, сегодня, вот в 6 этого дня сегодняшнего, может быть, память, ради памяти моей тети, наверное, так случилось, что сейчас мы об этом говорим. Она его клала к себе на спину и под товарными, под поездами, вот она говорит, они дышат, и мне так страшно, что поезд может поехать. И я его, говорит, под собой вот тащу, потому что не успеешь в медпункт, чтобы сделали перевязку. И точно так он кричит от боли, а я его тащу на себе ползком. И туда и назад. И вот так вот у них в поезде с ними в товарном вагоне ехала женщина с больной психиатрической девушкой 18-летней. И она все время очень сильно кричала, эта девушка. Девушка. И в вагоне ехала женщина с 18-летней девушкой психиатрически больной. И эта девушка все время выла. Прямо она говорит, она не просто кричала, она все время выла. И нам было очень страшно, и мы друг к другу прижимались и плакали сначала, а потом уже просто с этим стали жить. Кто-то на одной из станций дал им какую-то шкурку, там были, говорит, тыши, и вообще она была ужасная. Она замотала, сделала как-то ему на ножке, типа, я не знаю, обуви. Кто-то дал им несколько зерен кукурузы. Кто-то научил из маленькой жменьки развести с водой и сделать тесто. В общем, ребенок 8-летний довез моего дядю в Казахстан, и бабушка в этот день, вот как-то сошли звезды вообще, на самом деле это все удивительно, бабушка в этот день отпросилась поехать к родственникам. И вообще вот незнакомые, они же тоже ехали не знаю куда, и не знали, где бабушка, и остановились на какой-то станции, остановился их вагон. И она говорит, открываем, смотрю, мама, говорит, стоит, далеко-далеко, но это мама. Вот случайно встретились, они бы, конечно, не нашли бы друг друга. И дядя уже ходить не мог, он на 4 стоит, смотрит, ослаб, естественно. И я, говорит, побежала к ней, там под вагонами и так далее, тоже перелазила. И, говорит, бабушка увидела, что дядя живой. И, говорит, меня оттолкнула и к нему побежала. Я, говорит, никак не могу забыть это все, что, она так гордилась, что она его привезла. И вот эта трогательная встреча, на самом деле, стала нашей семейной историей. И потом
Потом бабушка заболела и от какой-то инфекции там умерла. И они остались вчетвером одни. Родственники хотели разобрать детей по одному, но трудное время было, четверых взять было тяжело. Но старшая тетя Аза, она отказалась и сказала, если нас разберут, мы станем чужими друг другу, а мы родные, и в самом худшем варианте мы должны быть вместе. И они решили пойти все в детский дом. И в детском доме их записали папа Кемал. Его Кемал будешь Колей, Марьям будешь Машей, Сейдбатал будешь Сашей. Их записали всех по-разному. Аза была Аза Сейдбаталовна, вот тетя родная, она всю жизнь писалась Аза Сергеевна. Дядя Саша Александр Сергеевич писался в честь Пушкина. Папа Николай Сейдбаталович оставил отчество, осталось у него дедушкина, но Николай вместо Кемал. Поэтому я по документам Николаевна, но многие меня называют Зульфия Кемаловна. И так я уже... Это сколько горя надо же. Сколько горя испытал наш народ. Я считаю, что очень важно, как сказать, важно понимать это все, принимать и идти дальше. То есть мы смогли это выдержать. Очень важно сохранить те ценности, которые были у нашего народа, потому что у меня есть свое видение, может быть, оно не совпадает с мнением других людей, но я считаю, что... Кстати, я хотела написать диссертацию «Последствия депортации карачаевского народа», психологический аспект раскрыть. И в 90-е годы я ездила на встречу с одним ученым и сказала, я хочу вот эту тему взять. Мне сказали, такой темы нет, и не разрешили. Просто закрыли, и все. И я не знаю, хватит ли у меня, может быть, ума или мужества попробовать написать монографию. Я понимаю, что нам на самом деле... нужно честно, правдиво посмотреть, отрефлексировать все, что происходит с нами, потому что вот эта прерванность поколений, которая была, и то, что с нами произошло, не могло не наложить на нас отпечаток. Да? То есть, вот как мы относимся сегодня к нашим детям, у нас 50 лет сыночек, 40 лет сыночек, сын взрослый, я ему должна дать квартиру, машину, женить и так далее. Да, очень много долженствований. И, может быть, даже где-то мы не даем до конца нашим сыновьям стать мужчинами. Правильно. Мне так кажется, я уверена в этом. Я думаю, что это напрямую связано вот с тем этапом, депортации, который мы пережили, страх за детей и желание выжить. И желание доказать самим себе, что что все хорошо, мы справились. Очень большая нагрузка легла на женщин, потому что много мужчин умерло. И женщины отвечали не только за себя, но и за детей. Вот этот страх, много же детей погибло, страх потери вот этого генофонда на биологическом уровне, мне кажется, он у нас тоже сработал. И вот нужны, мне кажется, серьезные такие культурные какие-то вливания, наверное, я бы так сказала, в молодые семьи для того, чтобы восстановить и сохранить ту красоту взаимоотношений, образом мыслей, традиций, поведения карачаевцев, которое было раньше. Потому что я сама, конечно, не владею так языком хорошо, к сожалению, но старшие рассказывали, что очень красиво ухаживали мужчины за женщинами, очень много символизма было, и не было вот этой жесткости, вправо, влево, сюда не смотри, все строилось на позитивном, доброжелательном отношении и на красоте, как вербальной речевой красоте, то есть вот очень поэтичные слова использовали, говорят мужчины, когда объясняли женщинам в любви. Я много слышала таких историй от старших в детстве. Конечно, мне было это интересно, но, к сожалению, не всегда понимаешь ценность того, что говорят взрослые, когда ты ребенок. И сейчас вот когда вспоминаешь, думаешь, как жаль, что поточнее не записал, не спросил и так далее. Я думаю, что вот есть потенциал большой в пословицах и поговорках карачаевского народа, если вот хорошо проанализировать психологический аспект,
то, наверное, какую-то ценность оттуда можно извлечь. И еще вот мне очень хочется, чтобы популяризировались различные притчи, легенды старинные карачаевского народа, потому что вот лично я чувствую дефицит этого в своем пространстве, тех людей, с которыми я общаюсь очень много с молодежью, с детьми, со взрослыми. Вот, популяризация нужна. И вот почему притчи и сказки? Потому что, с точки зрения психологии, когда человек слушает притчу или сказку, уровень критики снижается. И ты напрямую воспринимаешь информацию. Если я вам скажу, знаешь, сделай вот так, как я говорю, вы подумаете, почему я должна делать, как ты сказала? У меня есть своя голова на плечах, я думаю по-другому. А если я скажу, вы знаете, я слышала одну удивительную притчу. Жила-была, и начну рассказывать, вы начнете меня слушать. Вот. И для воспитания именно детей, для передачи вот этих ценностей, которые у нас есть, и нам есть чем гордиться, это надо делать. Эта тема дети, вопрос у меня созрел. У вас есть дети? Да, у меня 3 детей. 3? Да. А сколько им лет? Маленькие еще? 32 старшему, Сколько? 26 средней и 18 младшему. А самой сколько лет? 58 вот исполнилось на днях. 58, поздравляю, забыла, наверное, я. Поздравляю еще раз. Как здорово. А как дети по вашим стопам идут, или у них интересы разные? Или по отцовским? А муж чем занят? Промысл какой? Муж преподавал экономику в университете, был финансовым директором КЧ-Энерго, в электросетях работал. Сейчас он работает диспетчером, тоже в карачаевских, в районных электросетях. Не знаю, что сказать. Дети, старший сын информационной безопасностью занимается, дочка в управлении образования методистом работает, младший учится на робототехнике и искусственном интеллекте в Казани. Ух, меня бы хоть научил пользоваться искусственным интеллектом. Что за блогер, который не умеет пользоваться? Это я, Байдемат. Вы знаете, у меня есть коллега из Беларуси, удивительный человек, очень серьезный, умный, классный специалист. Кто это? Валерий Чулков его зовут. Челков? Чулков. Чулков? Да, я вам дам ссылку на его Хорошо. телеграм-канал. Он очень дружит с искусственным интеллектом, удивительные песни сочиняет, на самом деле может характеристику человека с искусственным интеллектом, может собрать все ваши выступления, допустим, и дать вам характеристику через искусственный интеллект. Это действительно серьезная работа, он мне прислал 2 песни, через искусственный интеллект сделаны, но там много и самого Валерия, и за что я безмерно благодарна на самом деле. Это очень интересная работа и вообще форма взаимодействия с искусственным интеллектом. Это такой новый уровень, он разный. Одни говорят здорово, другие могут критиковать, но это часть нашей жизни, и действительно мы, наверное, должны с ней знакомиться. И знаете, еще сейчас почему-то захотелось сказать, очень многие люди, особенно верующие люди, неверующие, я верующий человек, религиозные, говорят о том, что здесь они мучаются для того, чтобы в следующей жизни попасть в рай. Пусть меня закидают камнями. Я считаю, что Всевышний подарил нам рай, вот эту землю. Я тоже так думаю. То богатство вообще, я не знаю, подводного, наземного. Просто у людей радужка глаз не повторяется или отпечаток пальца. А сколько разнообразия вообще в природе. А горы, водные ресурсы. Просто об этом говорить, наверное, я сейчас не смогу так красиво, как чувствую. Но я считаю, что нам сделан такой подарок колоссальный, такая красота дана, и то, во что мы превращаем землю, в ад или рай, это наша ответственность человека. И мне кажется, об этом тоже всегда нужно помнить. И начинать нужно с себя. Вот чем старше становлюсь, тем понимаю больше, что
только над собой могу работать. Вы больше на кого похожи, на маму или на папу? Кстати, о маме тоже расскажите, кто ваша мама? Моя Лицом мама, на кого похожи и внутренним содержанием на кого? ну, моя мама, конечно, намного красивее меня, это даже как бы не оспаривается. Красивая? Она Бачаева Зарема Вы? Ахматовна. Кто? Бачаева Зарема Ахматовна. Это ваша мама? Зарема Ахматовна? Да. Это мой друг. В институте преподает, у нее есть звание. Да, она кандидат наук, тоже доцент, она заведующая отделом аспирантуры. А каких наук? Филологических? Педагогических. Ой, Хотя педагогических. она сама английский язык преподавала всю жизнь и была за границей, когда мама от Карачаево-Черкесии посылали, женсовет тогда посылали делегацию женщин в штат Айова, побратимы были Карачаево-Черкесия и Айова. И она привезла оттуда, тогда кассеты были, большие, маленькие, аудиозаписи, где американцы говорят: Зарема, как бы мы хотели знать так английский, как знаете вы. Так она знает. Вот, ну, она говорит, я его не помню, но на самом деле, да, мама очень хорошо знала английский язык, литературный язык и свободно говорила на нем. Вот. И мама пример, иногда мы шутим над ней в этом плане, что она больше любит университет, чем меня, я так часто говорю. Но это правда. У нее вот какая-то беззаветная любовь, она всю жизнь проработала, там 60 лет она проработала в университете. И вот эта беззаветная преданность и любовь вузу, она вызывает уважение. Для нее важно все. Она помнит каждого, кто там работал и ушел. Я тоже их помню, наших учителей. Иглычева Рауфа Нуховича, когда просто доходило до скандала, если кто-то в верхней одежде мог появиться в стенах филологического факультета. Это был скандал, настоящий прям скандал. И он говорил: вы образец интеллигенции, вы не имеете права распускать себя и заходить в верхней одежде в университет. И эти фразы, они полезны. К сожалению, сейчас, наверное, мало кто-то скажет молодежи, и, может быть, даже побоятся делать такие замечания многие. Но нам повезло, и мы прошли хорошую школу. И вот это Илья Алхангириевич Шибиев, я помню, девочки засмеялись, кто-то рассказал анекдот и громко засмеялись. И он подошел, сделал замечание, и с тех пор прям это было так стыдно, что мы громко засмеялись. И он говорит: уважающая себя девушка никогда не будет так смеяться громко, чтобы мешать другим людям. Надо же. И в то же время это были какие-то замечания такие вот, знаете, какие они были добрыми, они были честными. Эти люди сами такими были.